Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот почему Аллах говорит в суре Аль-Бакара: «О верующие, есть определенные вещи, которые вы не любите, но они благоприятны для вас. Есть также вещи, которые вы любите, но те вещи, которые вы любите, напротив, вредны для вас». Представьте себе, мужчина видит девушку и говорит: «Вот предел моих мечтаний». My dream's over. The other day I got a guy, I was with him in a 1-hour journey. Однажды я прогуливался с одним парнем, и он обратился ко мне со словами: «Шейх, мне нужно жениться». Многие молодые люди говорят то же самое: «Шейх, мне нужно жениться, у тебя же большие связи, подскажи мне». Так, словно я мог бы брать вас поочередно и говорить: «Вот этот брат, ему 29 лет, вот такого-то роста, сестры, прошу вас». Что мне действительно кажется интересным, так это то, что в голове у таких братьев. Итак, я ответил: «Окей, брат, ты хочешь жениться на одной из сестер? Скажи мне». Должен сказать, мы общались около 20 минут. Я осознал, что этот парень ищет действительно привлекательную девушку. Я сказал ему: «Брат, я вижу, ты ищешь по-настоящему симпатичную девушку». И он ответил: «О, да, она должна быть хорошенькой». И тогда я сказал: «Окей, представим, что у тебя есть шкала от 1 до 10, где 10 — это самое симпатичное, и 1 — это уродина. Ну или, скажем, непривлекательная. Как бы ты оценил девушку, которую ищешь? Сколько баллов из 10 она должна набрать?» И он ответил: 9 из 10. 9 из 10. Я спросил: «То есть ты ищешь действительно симпатичную девушку?» Он ответил: «Да». И тогда я сказал: «Брат, скажи мне, а ты сам, вот ты видишь себя в зеркале?» Ну, так я, конечно, не сказал. Я спросил: «А как бы ты себя оценил по этой шкале?» И он ответил: «На 4». Тогда я задал ему вопрос: «Значит, ты сам набираешь всего 4 балла из 10, но ищешь девушку, которую оценил бы в 9 из 10? Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» И он сказал: «Ну да, я знаю. И ведь это общая проблема. Вероятно, причина, из-за которой вы до сих пор не женаты, при том, что вам около 30 лет, в этом и заключается. Задумайтесь, почему девушка, которая по красоте набирает 9 баллов из 10, должна выйти за вас, когда вы дотягиваете только до 4? Она же 9 из 10. Она так красива. И она прекрасно это знает. Когда она выходит из дома, мужчины не могут оторвать от нее глаз. И вы хотите, чтобы она выбрала вас? У нее есть выбор между теми, кто набирает 4, 5, 6, 7, 8 баллов. И вы думаете, она предпочтет вас? Это же будет сюжет сказки «Красавица и чудовище». Кстати, этого я ему не сказал. В любом случае, вы не знаете этого брата, так что я могу продолжить. И после этого я ему сказал: «Вот теперь ответь мне. Ты говоришь о девушке, которая набирает 9 баллов из 10. Она так красива, что ей завидуют другие женщины. Так всегда происходит, когда девушка действительно красива, другие начинают ей завидовать, и каждая из них думает: эта женщина снижает мою самооценку. Когда она рядом, все смотрят на нее, и никто не смотрит на меня. Одна из них набирает 7 баллов из 10, другая 9, и та, у которой 7, начинает завидовать. Да, так случается». Я сказал ему: «Вот эта женщина, 9 из 10. Ты получил свое, она подходит к тебе. Чего еще ты хочешь от нее?» Он ответил: «Чтобы у нее была ученая степень. Окей, чтобы она была англичанкой. Хорошо». В конце концов я сказал ему: «Знаешь, что тебе нужно? Брат, тебе нужно пойти в райский сад и жениться там». Перед этим я также сказал ему: «Послушай, ты хочешь, чтобы она обладала всеми этими качествами? Но разве ты думаешь, что женщина, которая по красоте занимает 9-ю строчку из 10, придет в твой дом, и она будет готовить, убираться, заботиться о твоих детях, и когда ты уйдешь из дома, она будет всегда выполнять всю домашнюю работу, она будет крутиться между школой, докторами, медресе, мактабом, и все это только для тебя? Будет ли все это делать для тебя женщина, которая набирает 9 баллов из 10? Или же ты придешь домой и увидишь девушку 9 из 10, лакирующую ногти?» Я спросил его: «О чем ты говоришь?» Я сказал: «Моя жена, альхамдулилля, я бы дал ей 6 баллов из 10, альхамдулилля». Представляю, услышав это, она бы закричала: «6 баллов из 10? О чем ты говоришь?»
Окей, 7 из 10, не буду жаловаться. Don't complain. All right. For И самого myself, I себя wouldn't я бы не rate оценил myself, так высоко. you И know, альхамдулилля, я счастлив. I'm happy that Но I've посмотри, done it. моя жена My wife заботится is обо всем, always, когда you меня know, нет дома. И out. прямо Like сейчас, right когда now, я I'm читаю letting лекции, people а я take часто them. уезжаю в разные места, чтобы читать лекции, и альхамдулилля, мне не о чем беспокоиться. Я сказал ему: брат, тебе лучше поехать в Пакистан, там ты найдешь девушку на 9 баллов из 10, но у нее, вероятно, будет багаж, с которым тебе придется иметь дело, а в остальном подумай, чего ты хочешь на самом деле. Всевышний Аллах говорит: то, что вы любите, может быть вредным для вас. Я сказал ему: брат, внутренняя красота гораздо важнее внешней. И тебе следует гораздо большее внимание обращать не на 9 из 10 снаружи, а на 10 из 10 внутри. Если в сердце человека присутствует 9 из 10, и вы знаете, что у этой женщины или мужчины в сердце 9 из 10, пусть на лицо этот человек соответствует лишь 6 из 10 или даже 5 из 10, альхамдулилля, женитесь на этой женщине. Выходите за этого мужчину. Я, конечно, обращаюсь к сестрам, не к вам, парни. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что люди женятся по 4 причинам, и из них следует выбирать лишь одну. Это вера. А где находится вера? Здесь, внутри. Вера, братья и сестры, в сердце.